31 августа на Аллее Славы в Парке Победы города Черкесска состоялось торжественное открытие мемориала воинам-добровольцам из Карачаево-Черкесии, погибшим за свободу и независимость Республики Абхазия. В торжественной церемонии, посвященной этому событию, приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, временно исполняющий обязанности главы Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, президент Международного объединения Алашара Муса Экзеков, родственники погибших земляков, их близкие, друзья, члены правительства и парламента Карачаево-Черкесии, духовенство, руководители общественных организаций и горожане. Новый памятник в Парке Победы – это дань памяти 13 добровольцам из Карачаево-Черкесии, которые погибли, сражаясь за независимость Абхазии. Тогда, в августе 1992 года, абхазскому народу наравне с другими добровольцами из Северного Кавказа помощь оказали 119 жителей Карачаево-Черкесии. Главы двух республик торжественно открыли памятник погибшим добровольцам. Была объявлена минута молчания в память о 13 земляках, отдавших свои жизни за независимость Абхазии. Затем Рауль Хаджимба встретился с добровольцами, принимавшими участие в Отечественной войне в Абхазии 92-93 годов. Встреча в малом зале Дома правительства Карачаево-Черкесии прошла в очень теплой и дружественной атмосфере. Рауль Хаджимба отметил, что та поддержка, которую оказала Абхазии добровольческое движение, показала всему миру, что у абхазов есть братья, которые всегда придут и встанут рядом, если будет необходимо. Также Рауль Джумкович отметил, что они хотели бы видеть братьев рядом и в мирное время, что необходимо прикладывать усилия для еще более тесного взаимодействия не только с Карачаево-Черкесией, но и другими регионами России. Хорошие отношения сложились, я еще раз говорю, с республиками Северного Кавказа. Есть определенные наработанные уже мероприятия, которые хотелось бы, чтобы мы могли их сполна реализовать. Есть отношения, которые складываются с Татарстаном, где действительно экономика достаточно очень крепко стоит на ногах у этой республики. И мы смогли бы правильно, если выстроить с ними отношения, то я не сомневаюсь, что и Татарстану найдется работа в Абхазии, и с республикам Северного Кавказа, и всем остальным субъектам Российской Федерации. Президент Международного абхазского объединения Алашара Муса Экзеков выразил мнение о необходимости создания совместного стратегического плана развития России и Абхазии. В разработке плана должны принять участие все заинтересованные люди вне зависимости от национальности. Мы предполагаем привлекать лучших специалистов в мире для того, чтобы разработать по каждому направлению, по каждому кластеру лучшее развитие этой территории с сохранением экологического баланса. И, как Рауль сказал, самоидентичности, абхазскости, как говорится, чтобы традиции не только сохранялись, но и мы и приумножали, развивали. Поэтому сейчас с легкой руки Раужитовича мы запустили научную программу, очень большую, очень серьезную, где мы глубоко разрабатываем, изучаем архивные материалы, мы работаем над сохранением и развитием языка, занимаемся полевыми работами. И это начинает уже давать очень серьезные, большие плоды. Я бы сказал, и научно, и на практике сегодня мы делаем основу для будущего, процветающего будущего народа Абхазии. При безусловном сохранении национальной самоидентичности абхазов, которые, кстати, вместе с абазинами принадлежат к одному народу Абаза, Муса Экзеков считает необходимым разработку четких правил действий для инвесторов. В самое ближайшее время, в самое ближайшее будущее, а время бежит быстро на самом деле, мы сделаем такую программу, и законодательно это закрепим с тем, чтобы в Абхазии было все понятно, все легко, все прозрачно и для простого народа, для всех жителей России, ну и, как говорится, для любого инвестора. Легко можно было прийти и развиваться на территории Абхазии. Также Муса Экзеков рассказал о планах в отношении мухаджиров. Конечно, мы думаем точно так же о наших братьях за рубежом, о мухаджирах, с тем, чтобы действительно они не просто как было, приезжали, не знали, что делать, чтобы они могли приезжать обратно на родину, уже чтобы работа была, чтобы могли бы жилье свое приобрести, чтобы они могли зарабатывать. В этом плане, конечно, вектор дан Раулем Джумковичем, и в этом направлении мы движемся. И полагаю, что в самое ближайшее время это все будет закреплено и законодательно, и всесторонне.
В заключении встречи президент Абхазии еще раз поблагодарил всех участников встречи за то, что они сделали и продолжают делать для Абхазии, и выразил надежду на созидательное сотрудничество на благо республики.